В этом хайпе должна быть совесть. А сколько зарабатывает Максим Касьянов? Ассалаумағалейкум достар. Экотакси верный партнер компаниясының иесі, кәсіпкер инвестор Максим Сарсеновпен керемет сұхбат болады. Тамашалаймыз. Кеттік. Так, Максим, көргеніме қуаныштымын. Мен жаңа келе жатқан кезде мынау площадканың үлкен екенін көрдім да. Бұл барлығы өздеріңіз ме? 1,5 гектара, да? 1,5 гектара площадка, да? Давайте сразу определимся со статусом. Кем себя считаете? Там, альпинист, инвестор, бизнесмен, предприниматель? Я предприниматель. Да. У меня есть группа компаний. В этой группе компаний, в портфеле этой группы компаний есть разные проекты. Есть транспортные проекты, есть проекты, которые связаны с ритейлом, есть проекты, которые связаны с ресторанным бизнесом, есть проекты, которые сфокусированы на инвестиционную деятельность и только. В данный момент, я понял, у вас 10 проектов? Нет, у меня сейчас на данный момент у меня сейчас есть 4 проекта, в которых я сильно вовлечен. То есть это транспортный бизнес, второй транспортный бизнес. Да. Там разные у нас есть бренды. Сейчас нет экотакси, я говорил это. Сейчас у нас есть верный партнер. Второй вопрос, это второй проект. Мы активно сейчас развиваем проект ЖК Сайз. Мороженое, да, это? Да. Дальше у меня есть проект по снабжению. Мы снабжаем компании в Южном Казахстане, в Западном Казахстане. Вот. И четвертый проект, сейчас мы заходим, это строительство. Это будет строительство коттеджа, девелоперский проект, но об этом позже. Ну, классно. Давайте, расскажите свою историю, как это все началось, предпринимательская жизнь? Слушайте, предпринимательская деятельность у меня началась еще со школы. Я занимался продажей сотовых телефонов. Потом я привез коктейли Bubble Tea. Bubble Tea для меня это был самый настоящий первый старт. Первый, серьезно, да? Первый старт. Ну да, у меня там, я зарабатывал 3 миллиона тенге, 20 тысяч долларов в месяц. Ну бывало 15, 20, 22, 13. Ну в среднем 17-20 тысяч я зарабатывал уже в 20 лет. 15 точек Bubble Tea, работало 60 студентов. Достаточно такой хороший у меня был экспириенс в этом плане. В 2006 году, да? 2006-2007, да. И потом в 2011 году продал? Не, я в 2010 году уже продал. Да, вышел из проекта. В Чимкент продал. Зачем вышли продали? Мне надоело это все. И у нас на самом деле прибыль тоже чуть-чуть падала. Падала, да? У нас был рост очень хороший первые 3 года. Вот, но были определенные трудности, сезонный фактор. Да, я продал этот проект, дальше я инвестировал эти деньги в такси. Вот, и такси это уже серьезный бизнес, он не сезонный. Он менее, я считал, что он менее трудный, на самом деле он оказался гораздо труднее, но уже зашел туда и нужно было дальше делать. Первый мой бизнес был, то есть с чего мы начали. После ЖК Сайз у меня был капитал, просто это мы не сразу пошли в такси. После ЖК Сайз я рассматривал вопросы, мы то есть занимались машинами, машины покупали, продавали, но я думал о такси, да, я привозил машины, продавал, через компании заказывали машины. Дальше запустил экотакси, проект командир такси. В 2013 году, да? Да, командир запустил в 2011 году. Потом переименовали. Да, потом я запустил экотакси, дальше такси 515, нет, командир, эко 515 такси. Дальше мы закрыли 515 эко-такси. Дальше мы сделали полный ребрендинг в этом году. Теперь компания называется «Верный партнер». Верный партнер, да. Мы уже объединили все полностью наши автопарки. У нас 3 было автопарка.
Сейчас верный партнер, 550 машин, 300 машин в Алмате, 250 в Астане. Вы сейчас оправдал, да, проект уже себя? Конечно. Ну, в начале сколько деньги инвестировали в этот проект? Общие инвестиции в проект составили около 3 миллиардов тенге. По курсу 170. Да. Какие планы на следующие 3 года? В следующие 3 года заниматься активно развитием автопарка. Я хочу очень активно зайти в маркетинг, в диджитал-маркетинг. Я сейчас сам занимаюсь, обучаюсь диджитал-маркетингу. Как ты видишь по моей активности. Я хочу разбираться в этом лучше, чем все остальные. Ну, классно. Вот. Разбираться. Не быть лучше, а разбираться. Армысыздар достар, бүгін Максим мырзамен келіп 200 адам бас қосқан тауға жинасқа келіп отырмыз. Скажите, Максим, вот цель сегодняшней поездки какова? Цель сегодняшнего похода – это популяризация наших горных маршрутов. Лично мне было бы приятно, и мне сейчас очень приятно видеть, как мои друзья, подписчики, люди, кто нас смотрит в Инстаграме, видят, как мы хорошо проводим время. И я бы хотел, конечно, чтобы люди ходили с нами в горы, приучали своих друзей, близких, детей, племянников, жен, в общем, всех. А в бизнесе тоже, да, как здесь энергичные? Да, да. Я в бизнесе стараюсь быстро все делать, очень быстро создаю продукты, не жду, когда они будут идеальными. Мы сразу выводим эти продукты, отрабатываем в периоде отрабатываем. Ребята, очень хорошо, что есть такой канал Касыпкер Жолы. Ребят, просто очень важно, да, правильный контент смотреть и слушать. Да. У нас очень много разных моментов, да, когда пытаются спекулировать. Да. Молодежь, да? В каждом хайпе должна быть совесть. Да. Бессовестный хайп это аморально. Инстаграм скурим, вот постоянно спортом занимаетесь, да? Велосипедом, горы. Да. Ваше это хобби, да? Да, это мое хобби, мне нравится этим заниматься, и я вдохновляюсь очень сильно. А вам чем помогает спорт это на бизнес? Спорт, во-первых, ты себя чувствуешь очень энергично, ты всегда заряженный, у тебя всегда хорошее состояние души. Ты не можешь быть просто бизнес. Ты в кого превратишься вообще? Да. Это ужасно. А вы не хотели вот покорить, не знаю, Гималаи, еще большие вершины? Смотри, я думал об этом, но я люблю пешие маршруты. Альпинизм – это очень круто, но пока еще к этому сильно так не готов. Да? Вы что-то серьезно, да, уже занимаетесь своим личным брендом, уже постоянно вкладываете посты, там. Время покажет, насколько серьезно, но пока я увлечен. У вас какая цель сейчас? Это сейчас вы делаете сейчас? Я сильно хочу стать профессионалом в сфере диджитал-маркетинга. Вот это и есть цель. Небольшой такой строительный лайфхак. Перед тем, как сделать на своем предприятии забор, подумайте, стоит ли его делать. Я лично так не стал делать, я не стал делать заборы. Мы поставили контейнера, и между ними 6 метров пролет. Это и забор, и склад. 2 в 1, да? Два в одном. Так что вместо забора бери и покупай контейнеры и, короче, ставь себе и сформируй себе крутой склад. Так, здесь у нас расположен наш сервис-центр. Сервис-центр состоит из 6 подъемников, это ремонтная база, и еще 2 подъемника, это быстрый ремонт, это замена масс и так далее. Пойдем посмотрим, расскажу. Здесь сколько людей работает вообще в компании? В Алмате? В Алмате у нас работают, без водителей у нас работают около 60 человек. 60 человек, 60 человек работают без водителей. А они как работают? Зарплату или процент берут? У нас смешанная система, у нас есть, конечно, и оклад, и процент. Процент, да? Да. То есть бонусная система. Сейчас мы максимально будем знать, чтобы партнерскую систему, чтобы слесарь был партнером компании. Да, у него будет небольшая доля, но он будет в доле, в теме, короче. Да. А скажи, Максим, если я вот буду водителем экотакси, сколько могу зарабатывать? Ну вот водитель, да, вы же водитель экотакси. Сколько зарабатываете примерно? Сколько в месяц зарабатываете? В месяц сколько зарабатываете? Да. Чистыми сколько выходит? Ну, неделю
37 тысяч тенге. Ладно, это который выплачиваем. Еще сколько делаете, честно? Примерно в месяц сколько зарабатываете? Не, в неделю, ладно, сколько? 50 выходит туда-сюда? Общий? Да, Ну, конкретно маржа. Қалтада қалатын. конкретно. Я же знаю. В общем, минимально ты можешь зарабатывать 150. 150, да? Если ты хорошо работаешь, ты можешь зарабатывать до 250-300 тысяч. В зависимости от тебя. Какая у тебя клиентская база? Ага. Спишь ты долго, спишь ты мало. Если ты выходишь, Долго работаешь? если ты выходишь рано на линию, то понятно, у тебя есть все шансы заработать. Утренний час пик поймать, вечерний час пик поймать. Но это мы расскажем позже на нашем канале, где мы будем смотреть и изучать тему такси. Я, кстати, сам буду таксовать. Да. Классно. И это будет жарко. Да. Ладно, спасибо. Дороже, хорошо зарабатываете там? Конечно, хорошо работает. Старший партнер, да? В GKS? Партнер. Партнер, да? У нас нет там старших, младших, у нас есть партнерские условия, у нас очень хорошая команда, которая реально, каждый знает, что он делает. Вот. И Жека наш партнер, у нас есть Асхат, Али, Адель, да, я. И каждый занимается своим делом. Да. Это пассивный доход, да? Ну что уточнять, это доход, любые деньги доход, да, неважно в чем ты, если ты делаешь что-то, ты получаешь деньги за это, это же очень хорошо, значит твой продукт, он пользуется спросом, да, но отдельно я хочу сказать то, что Жека большой профессионал своего дела, он профессиональный маркетолог, и я считаю его одним из самых топовых вайнеров вообще в СНГ. На самом деле, пацан очень серьезно работает. Жека, давай, братан, тебе желаю удачи. Что бы посоветовал себе 20-летнему с высоты пройденного пути? Не думай, делай. Все. Чем больше знаешь, Тем больше. тем, во-первых, меньше скорости, меньше у тебя амбиций, больше страхов. Просто делай все. А сколько зарабатывает Максим Сарсенов? У меня зарплата на сегодняшний день 3 миллиона тенге. Это Да. здесь, да? Компания работает только на пополнение, на текущее обслуживание кредитных линий. У нас всегда были кредиты, мы работаем в кредитах. Нет такого, Максим Сарсенов за свои деньги купил все эти машины. Это не так, я вам сразу скажу. Максим Сарсенов на себя взял 6 кредитов, заложил все свое имущество. Было очень тяжело, я иногда даже просыпаться не хотел от проблем. А вы из богатых семей, да? Я из, наверное, состоятельной Состоятельной семьи, да? Для богатых родителей, особенно сыновья, так уже сложилось в большей степени мажор. Да? Как тебе удалось избежать? Избежать не быть мажором? Ну, слушай, я терпеть не могу мажоров, на самом деле. Какой мотив? Мне не нравится вот это безделье, мне не нравится ничего не делание, мне не нравится, когда мы искусственно создаем себе ценность, чтобы тебя воспринимало общество как-то и позиционировать себя. Для этого всего нужно пройти какой-то определенный путь. Мало просто там, в какой-то семье влиятельной, да, родиться. Все зависит от тебя. Очень много примеров, когда трагически заканчивали свои судьбы дети богатых людей. Очень много. Какая книга изменила твою жизнь? Слушай, таких нет. Я могу сразу посоветовать всем. Есть хорошая From Good to Great. Это от хорошего к великому. Без вопросов. Ага. YouTube или ТВ? YouTube. Lamborghini, Ferrari. Lamborghini. Gucci, Armani. Ни то, ни другое, не знаю. Ненавижу, мне не нравится. Ненавидишь, да? Мне не нравится. Ни Gucci не нравится, ни Armani. Москва, Алматы. Алмата. Молоко, Иран. Айран. Первая жена, вторая жена. Ну, наверное, нужно начинать с себя. Может быть и третья, и четвертая, и пятая, и шестая. Нужно поговорить, нужно сначала разобраться в себе. Потому что я понял, что в моей жизни повторяются одни и те же ошибки. И вопрос не в жене, не в партнере. В себе, да? В себе. Начиная с себя. Легче всего говорить, критиковать. Вот там этот такой, жена такая. А вот я один, да, красавчик, да? Херня ты. Сам на себя сначала посмотри в зеркало, посмотри себе в лицо, скажи, какой ты. И потом ты уже поймешь. Начинай с себя. Никогда не критикуй, никогда, не надо никого обсуждать. Фигня это все. Только с себя начинай. А то так у тебя и третий, четвертый, и пятый, и ты будешь, До конца, да? мало того, что ты будешь вот так идти, ты испортишь жизнь своим детям,
из-за твоей безответственности и из-за отсутствия смелости посмотреть смело себе в глаза и сказать, кто ты есть в этой жизни. Ал достар, бүгін біз мен алғаш рет тауға шығып бара жатқандықтан Медеуден Шымбұлаққа дейін тауға шығып бара жатырмыз. Ең алғаш тауға шығып бара жатқандықтан физикалық дайындықтың әлсіз болғанына қарай кішкене қиын болып жатыр. Бірақ кәсіпкерлер осы бастаған бетінен шыңға дейін шығу керек деп ойлаймын. Сол үшін осында 200-300-ге жуық адамдар Шымбұлақтың шыңына дейін шығып белесті бағындыруға кеттік. Шымбұлаққа дейін жеттік. Что-то сильно устал. Что надо готовиться на горы? Просто надо заранее готовиться. Ну, на самом деле, просто практиковать. практиковать. Самая хорошая практика — это Медео Платина. Медео Платина 10 раз сделал, 6 раз на Шымбұлақ поднялся, спортсмен. Да? Не, на самом деле. Шыны керек, бүгін Медеуден Шымбұлаққа дейін бірінші рет жаяу келдім. Мұнда Алматының ауа райы тамаша, өте керемет. Осы күнге дейін 7 жыл Алматыда тұрып келіп, осындай біздің Алматыдағы осындай таулардың, осындай таза ауаның бар екен, керемет жерлер бар екен, осындай жақсы адамдар бар екен. Шынымен онша қадір білмепті. Енді бұйыртса апта сайын тауға келіп, жаңа-жаңа шыңдарды, жаңа-жаңа тауларды бағындырып, жаңа-жаңа белестерге жетуге тырысамыз. Ал сіздер болса каналды көріп, лайк басып, өзіңіз төменде комментарийлар жазып, біздің каналды қолдаңыздар. Көрермендерімізге бүгін және дәл қазір істейтін 3 совет қойшы. 3 совета? Да. Камера. Давай. Вставай рано, потому что ты захочешь спать тоже рано. Если ты захочешь спать рано, то ты опять встанешь рано. Если ты рано засыпаешь, то у тебя априори нет никаких моментов, да, чтобы захотеть там ночью куда-то выйти. Если мы ночью куда-то выходим, что это такое? Это безделье, это гонки, это там кафе, это еще что-то. То есть сам себе ставь ограничения на уровне, да? Дисциплина. На уровне физической. Ну, то есть физически ставь себе, все, в 7 часов ты проснулся, ты уже максимум, ну, в 7 часов ты проснулся, ты в час уже по-любому ты отрубаешься. Второй, не бойся, начинай действовать. Если решил, пробуй. И никогда не инвестируй, никогда не заходи только в карманные проекты. Карманные проекты это очень плохо. Всегда занимайся тем, что тебе принесет большой опыт. Это самое главное. Потому что забирать у тебя могут все. Деньги, славу, имя, не знаю, машину, квартиру, все абсолютно. Единственное, что у тебя не заберут, это то, что у тебя здесь мозги, находится. Да? Третий совет. Третий совет. Люби свою семью. Мы скоро уже запустили YouTube канал, да? Мы будем говорить о лайфстайл, мы будем говорить, да? О бизнесе, мы будем обсуждать определенные лайфхаки. Интервью, да? Интервью. Но интервью не так будет и много, потому что я считаю, нахожу их немного скучными. Я хочу быть легко доступным, такой контент, который заходит динамический. Вот так и будет. Так, достар, Максим мырза жақында Максим Лайф деген YouTube арнасын ашады. Төменде сілтемесін қалдырамыз. Жазылыңыздар. Керемет алдағы лайфстайл, мотивация, керемет сұхбаттар болады. Рахмет, Максим. Главное, свайпай.